Национальный банк Таджикистана берет под свой контроль все денежные переводы. Прежде всего, это затронет мигрантов за рубежом. Зачем власти меняют систему, которая и так неплохо работала? Это нехорошо. Я живу за счет тех денег, которые мне отправляют мои дети. В Казахстане продолжают отмечать День первого президента. В интернете опубликованы видео немногочисленных протестных акций. В соцсетях граждане задаются вопросами о смысле и необходимости этого праздника. Граждане подхалимы, влюбленные в первого президента. Хватит уже поздравлять нормальных людей, раздражать и бесить. Министр культуры Кыргызстана после протестов так называемых традиционалистов решил убрать с выставки в финале самые откровенные экспонаты, в частности, все то, где присутствует обнаженное женское тело. Организаторы и правозащитники против, соцсети негодуют. Сегодня искусство в Кыргызстане подвержено цензуре или нет? Это большой вопрос. Это первый большой вопрос, который мы должны задать. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Национальный банк Таджикистана берет под свой контроль денежные переводы. Власти таким образом якобы хотят обезопасить местные банки. В прошлом году трудовые мигранты перевели на родину порядка 2,5 миллиардов долларов. Пока к таджикистанскому процессинговому центру подключились только 3 компании по денежным переводам. Зачем власти Таджикистана меняют систему, которая и так работала неплохо? В вопросе разбирался Анушер Вонарипов. Притоку иностранной валюты Таджикистан в основном обязан переводом трудовых мигрантов. Это миллиарды долларов каждый год. Большая часть населения живет как раз за счет переводов. Таджикистанцы используют разные системы переводов. Все зависит от удобства. Но теперь выбора практически не остается. Из более чем десятка компаний будут действовать только 3. Жители Таджикистана боятся, что завтра, чтобы получить перевод, им придется стоять в длинных очередях, тратить время на поиск банков, которые обслуживают эти несколько систем переводов. Пользы от таких нововведений люди не видят. Есть люди, которые болеют и кому срочно нужны деньги. В очередях стоять не могут, а очереди будут. Нужно что-то придумать, чтобы людям не приходилось ждать. Нам разницы не было, какой системой отправлять. Шли туда, где удобнее. Это нехорошо. Я живу за счет тех денег, которые мне отправляют мои дети. Слава богу, я никому не отправляю, мне никто не отправляет. Я с этим не сталкиваюсь, но мне жаль тех, кому доставились эти проблемы. Сейчас большинство людей имеют дело, очень многие мигранты, например, находятся за рубежом, и они переводят деньги через эти системы. И мы тоже, например, переводим через эти системы. Это очень важно. Систему ввели, чтобы защитить свои банки, упростить переводы и для банков, и для населения, уверяют в главном финансовом регуляторе Таджикистана. Комиссии для граждан не изменятся. Все расходы на внедрение и поддержку проекта берет на себя Нацбанк. А платежным системам, чтобы работать в Таджикистане, нужно выполнить ряд условий. В первую очередь открыть счета в Нацбанке и перевести туда деньги. Переводы будут выдаваться населению только при наличии денег на этих счетах. Кредитные организации выплачивают денежные переводы за счет собственных средств, что приводит к риску непогашения выплаченных денежных переводов со стороны платежных систем, что в свою очередь может привести к дестабилизации финансового рынка страны, учитывая объемы денежных средств, поступающих в страну через системы денежных переводов. К системе сегодня подключены только 3 самые востребованные платежные системы. Остальные подключаться не спешат. Правила вхождения в систему, предложенные Нацбанком, в некоторых случаях противоречат законодательству стран, где зарегистрированы эти компании. Дело в том, что подключение к национальному процессингу Таджикистана в соответствии с порядком, предложенным Национальным банком Таджикистана, влечет за собой нарушение российского законодательства, и это является серьезной сложностью данного проекта. Именно поэтому все ключевые платежные системы на сегодняшний день не имеют возможности начать работать по новым правилам. Экономисты не понимают, для чего финансовому регулятору понадобилось вводить такую систему. Польза от нее, по их мнению, весьма сомнительна. Нужно подождать как минимум месяц, чтобы понять цели Национального банка. Все работало прекрасно многие годы и без этой системы. Никто из соседей Таджикистана таких систем не разрабатывал, так как в этом нет нужды. В Национальном банке обещают, что никаких задержек и прекращения поступления денежных переводов из России ожидать не стоит. Как все это будет работать на практике, станет ясно в ближайшие дни. Уже завтра система начнет функционировать. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия.
К Национальному процессинговому центру некоторые эксперты относятся с большим скептицизмом. Они считают, что власти за разговорами о безопасности банально преследуют свои собственные интересы. Об этом, кстати, открыто рассказал первый зампред Нацбанка и по совместительству зять президента страны Джамалидин Нуралиев. Во время презентации Национального процессингового центра в начале октября Нуралиев сообщил, что НПЦ создаст благоприятные условия для зачисления денежных переводов на карточные счета национальной системы Кортимили. Это якобы будет способствовать увеличению депозитов в кредитных организациях страны, а также обеспечит единый обменный курс по денежным переводам. По мнению экспертов, Нуралиев таким образом прямым текстом указал, что намерен перечислять переводимые мигрантами деньги на местные национальные карты Кортимили. Смогут ли получатели обналичивать зачисленные средства в рублях и долларах, этот вопрос остается открытым. В свою очередь, эксперты убеждены, что запуск Национального процессингового центра непременно приведет к монополизации рынка. По мнению экономиста Саид Мухиддина Дустмахамедиона, власти действуют уже по отработанной схеме, как это было в сфере почтовых перевозок и телекоммуникаций. Реальность в том, что таджикская сторона не заинтересована в большом количестве игроков, а заинтересована в том, чтобы этих игроков были с ними определенные отношения, и чтобы в будущем можно было бы контролировать эти потоки и извлечь еще большую выгоду. И это обязательно через некоторое время, как мы уже убедились на примере недопуска почтовых служб, в том числе мировых брендов, на рынок Таджикистана. Это мы видели на примере допуска на рынок интернет-связи, что это обязательно приведет к удорожанию этих услуг. Сфера количества игроков уменьшается, потом с ними договариваются с оставшимися игроками, обговариваются новые условия ведения этого бизнеса. По мнению другого эксперта Абдуманона Ширалиева, внедрение Национального процессингового центра непременно приведет к подорожанию комиссии от переводов. Даже если оставить ту финансовый интерес, о котором мы говорили, и учесть, что это необходимо, это для, например, безопасности или для чего-то, то Нацбанк Таджикистана имеет на этом свои затраты, чтобы все это контролировать, все это налаживать, все затраты. И эти затраты должны быть возмещены кем-то. Конечно, это ляжет на мигрантов. Я думаю, что где-то около 0,5% или даже на 1% увеличится комиссия от переводов. К другим темам. Накануне в Казахстане отмечали День первого президента. И так как день выпал на воскресенье, то и сегодня, в понедельник, в стране выходной. Но как такового праздника в стране не чувствуется, концертных программ и массовых гуляний нет. А поздравляют казахстанцы друг друга, разве что в мессенджерах и в социальных сетях. И то не всегда по-доброму. Шолпан Разбекова о праздничном настроении казахстанцев. В Алматы сегодня тихо, как на 1 января. В городе даже нет пробок. Можно легко и без опозданий добраться в любую точку мегаполиса. Не работают и госучреждения. У них сегодня официальный выходной, поэтому рабочая неделя в Казахстане начнется только завтра. Но все же за эти 2 дня праздника не получилось. В социальных сетях народ отмечает его нецелесообразность. Скажу сразу, для меня нет такого праздника, потому что, на мой взгляд, нет таких замечательных достижений Назарбаева перед Казахстаном, которые можно было бы безоговорочно поставить ему в заслугу. Однозначно, я не признаю сегодняшний день праздником. 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Праздничный день первого президента действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев не выступил с каким-то, пусть даже коротким обращением к казахстанцам. Единственное, чем он отметил этот красный день календаря, разместил виртуальную открытку в своем твиттере. Дешево и сердито. Граждане подхалимы, влюбленные в первого президента. Хватит уже поздравлять нормальных людей, раздражать и бесить. На одном из алматинских мостов активисты разместили баннер с надписью «Ельбас Наншерида», что в переводе «Страна гниет с головы». К надписи прикреплен хэштег «Казак-Коктема». Фотография этой акции была опубликована на инстаграм-аккаунте Рух2К19. В описании говорится о целях этой акции. Данной акцией мы хотим напомнить верхним чинам, что происходящий застой в стране – прямой результат их плохого управления и эгоистичных приоритетов. Сегодня, в день, когда в нашей стране царствует коррупция и насилие, когда девальвация, кредитные и ипотечные займы достигли своего апогея, когда закон порочен, мы помпезно отмечаем День первого президента.
В полиции пока никак не комментируют прошедшую акцию, о задержаниях активистов не сообщает. К слову, этот же аккаунт разместил еще одно видео. На нем неизвестный школьник закидывает снежком плакат с Нурсултаном Назарбаевым. Админы этой страницы лишь сообщили, что никакого отношения к данному видео и так называемому флешмобу они не имеют. Ролик был найден на просторах интернета. Тем временем эти 2 дня для рядовых казахстанцев прошли как обычные выходные. Просто прогулялись по парку, даже не отмечали особо. Не знаю, не отмечаю. Ну, просто посидели в семье, поговорили. Пожелали ему доброго здоровья. Нет. На самом деле, день первого президента Казахстана отмечался, но не шумно. В основном в стране прошли культурные мероприятия. Это открытые уроки в школах, выставки в музеях и плановые концерты в театрах. В Кыргызстане на допрос в Госкомитет нацбезопасности вызвали журналистов радио «Азаттык», в том числе автора громкого расследования о выводе из Кыргызстана сотен миллионов долларов. В ГКМБ обещают, что на допрос вызовут даже премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абылгазиева. Почему журналисты считают, что к выводу денег из страны причастны крупные чиновники, в числе которых и бывший таможенный начальник Раим Матраимов, объяснит Джипек Бегалиева. В предыдущих частях расследования журналисты рассказали про документы, которыми с ними поделился Аеркен Саймаити, этнический уйгур из Китая, который проворачивал через свои структуры огромные суммы и помогал легализовывать доходы. Перед тем, как его убили в начале ноября в Истамбуле, он успел рассказать нашим коллегам много интересного. Например, на руках у авторов расследования оказались документы, которые подтверждают, что через Саймаити, его жену и его фирму в Дубае были переведены как минимум 50 миллионов долларов. Большая часть этих денег поступили на счет компании ABL Hospitality Management. Эта компания позже сменила название на АК International. В документах указано, что деньги переводятся как предварительные платежи за покупку земельных участков. Кроме того, в некоторых других документах в цели перевода указывается вот такой набор цифр и букв и имя Маймайтили Хадир. Это родной брат Хабибулы Абдыкадыра, главы клана Абдыкадыр. Эта семья создала транснациональную сеть по нелегальным грузоперевозкам. По данным журналистов-расследователей, в том числе и их деньги миллионами выводил из Кыргызстана Аеркен Саймаити. Все эти данные, которые можно проверить через обычный поисковик Google, приводят нас к многоэтажному дому в Дубае, строительством которого занимается компания АК International. Далее журналисты выясняют, что вместе с родным братом Хабибулы Абдыкадыра этой стройкой владеет некая Улкан Тургунова. Женщина оказалась женой Раимбека Матраимова, бывшего заместителя главы таможни Кыргызстана. На недавнем митинге в Бишкеке кыргызстанцы потребовали судить и посадить этого чиновника. Имущество его проверяет, и все никак не может проверить финансовая полиция Кыргызстана. Многоэтажка, которая принадлежит в том числе жене Матраимова, расположена в элитном районе Дубая Аль-Барши. По местным законам на специальной доске рядом со стройкой всегда вывешивается имя владельца. Маймайтили Абдыкадыра на такой доске указали, а вот имя второго владельца там почему-то заклеили. Но подтвердить эту информацию удалось и по другим источникам. В руки журналистов проекта по расследованию коррупции и организованной преступности попали распечатки базы данных недвижимости в Дубае. Согласно этой информации, жене бывшего чиновника принадлежит не только этот дом, но и еще один земельный участок и квартира. Апартаменты расположены прямо на берегу моря. Самая дешевая квартира в комплексе стоит как минимум $2,5 миллиона. Всего на недвижимость в Дубае семья Матраимовых потратила более 12 миллионов долларов. Произошло это именно в тот период времени, когда Раим Матраимов работал на таможне. Хотя, согласно недавней декларации, Матраимов живет довольно скромно. У него всего 2 небольшие квартиры, коттедж в Кыргызстане и даже нет машины. Джипек Бегалиева, Али Тактакунов, Улан Асаналиев, Азат Антымаков. В настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. Смотрите далее в нашей программе. Министр культуры Кыргызстана после протестов так называемых традиционалистов решил убрать с выставки в феминале самые откровенные экспонаты, в частности, все то, где присутствует обнаженное женское тело. Организаторы и правозащитники против, соцсети негодуют. Сегодня искусство в Кыргызстане подвержено цензуре или нет? Это большой вопрос. Это первый большой вопрос, который мы должны задать. Мы продолжаем нашу программу. В Туркменистане наблюдается ажиотаж. Граждане хотят получить биометрические паспорта. Тотальная безработица вынуждает туркменистанцев уезжать на заработки за пределы страны. По информации туркменской службы «Радио Свобода» Азатлык, в Либабской области очереди настолько велики, что миграционная служба записывает людей в очередь на июль 2020 года и выдает специальный жетон. Причину очередей связывают с тем, что сотрудники не успевают своевременно удовлетворить спрос на получение биометрических паспортов. Однако корреспондент радио Азатлык выяснил, что причина еще и в банальном желании чиновников подзаработать на продаже документов. Людям предлагают за $500
$100 сократить время оформления своего загранпаспорта до 2 недель. Такой услугой, по данным Азатлыка, пользуются те, кто имеет постоянное место жительства за рубежом или находится в браке с иностранными гражданами. Я напомню, начиная с 2013 года граждане Туркменистана могут выезжать из страны только с биометрическими паспортами. Этот документ выдается Государственной миграционной службой на основе внутреннего паспорта гражданина. В Кыргызстане разразился скандал вокруг первой феминале современного искусства. Отдельные граждане, называющие себя активистами, посчитали ее слишком откровенной и требуют закрыть выставку. Министерство культуры идет на поводу, а директор Музея изобразительных искусств подала в отставку. Из-за угроз и ради безопасности своих сотрудников позиции участников конфликта узнала Дарья Тимофеева. Активисты. Так сами себя называют участники сегодняшней встречи с министром. В соцсетях их нарекли ультранационалистами и псевдопатриотами. Почти неделю эти люди и их сторонники настаивают на закрытии первой феминале современного искусства. Надо поставить запрет сейчас, чтобы на выставках не появлялись голыми. И чтобы впредь не было такого, чтобы геи, транссексуалы и лесбиянки не проводили такие мероприятия. В нашем менталитете такого никогда не было. Мы и так до этого закрыли глаза на конкурсы красоты с полуголыми участницами. Все, что происходит сейчас в музее, для меня неправильно. Нужно, чтобы премьер-министр вынес строгий выговор тем, кто это допустил. Больше всего защитников морали возмутил вот этот перформанс о правах секс-работниц. Участница феминале изданий прошлась по залу обнаженной. Пожаловались министру и на то, что организаторы посмели вывесить в качестве экспонатов женское нижнее белье. Оказалось, что руководство Минкультуры такую художественную подачу тоже не оценило. Просит впредь отстаивать права женщин более прикрытыми формами искусства. Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской республики категорически против дефиле обнаженных девушек в храме искусства. Сегодня утром, поняв всю ответственность перед общественностью, всю ответственность проведения данного мероприятия, директор музея имени Гапаратиева написал собственноручное заявление об уходе, которое я подписал сегодня. В зале такой поступок министра встретили аплодисментами, а вот соцсети восторга совсем не разделили. Официально ставлю для себя крест на действующем министре культуры Азамате Джаманкулове. Вовсе не ожидал увидеть такого зашоренного, узкомыслящего, ограниченного стереотипами чиновника в молодом и, как казалось, прогрессивном руководителе. Азамат Капар – позор страны, а не министр культуры. Лучшее, что вы можете сделать – уйти в отставку прямо сейчас или безить перед безграмотными полукриминальными чорошниками на какой-то другой должности, желательно не государственной. Организаторов феминале поддержала и экс-президент Роза Отунбаева. Несколько дней назад она лично побывала на выставке. Не превращайте музей в богадельню. Именно так вышли на свет великие мастера кисти. Через споры и сопротивление, пробуждение миллионов своими картинами, произведениями искусства. Искусство на то оно и искусство, что будоражит, сотрясает умы и сердца людей. Это не скучище собранных полотен, написанных в классическом духе, которые вы видите из выставки к выставке. Позже экс-директор Национального музея изобразительных искусств свой уход объяснит иначе – безопасностью своих сотрудников и организаторов выставки. К слову, активисты сегодня добрались и до музея, требовали от инициаторов феминале извинений. То есть сегодня искусство в Кыргызстане подвержено цензуре или нет? Это большой вопрос. Это первый большой вопрос, который мы должны задать. Кто имеет право цензурировать искусство в Кыргызстане? Ближе к вечеру министр культуры лично осмотрел экспозицию и вынес вердикт. Все провокационные экспонаты будут сняты. У организаторов уже есть план действий на случай, если феминале решат вовсе закрыть. Мы будем оспаривать это решение в суде, скорее всего. То есть у нас есть адвокаты, правозащитники на нашей стороне. И для всех, кто хочет прийти в феминале, мы открыты, если нас вдруг выгонят сегодня из музея. По задумке феминале должна продлиться 17 дней в честь 17 погибших женщин в московской типографии. Главная идея – посредством искусства отстоять права и свободы женщин. Теперь это будут делать ограниченным количеством экспонатов. Сегодня в музее был выходной, посетителей ждут завтра. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек.
Теперь уже бывший директор Музея изобразительных искусств Мира Джингарачева дала интервью «Настоящему времени». Она рассказала, что в эти дни в ее адрес и адрес сотрудников музея поступило очень много угроз. Она считает, что это спланированная обструкция. За последние 5 дней поступает столько угроз мне лично расправиться. Поступают угрозы моим сотрудникам, организаторам этого феминале, что я просто беспокоюсь за своих людей, своих коллег, которые работают в музее. Это все случившееся, это, думаю, музей – это как бы искорка. И мое увольнение ничего не значит. Здесь надо думать о другом. Здесь надо думать о том, что без команды сверху этого бы никто не сделал. Видимо, была команда. Здесь был вовлечен 5-й канал, мой любимый, который я обожала. Здесь было вовлечено много других сил, которым не нравится мой подход, не нравится моя позиция. И меня удивляет, почему, когда разворовывался этот музей 12 лет, эти чурошники не приходили, не возмущались. Ну, они просто не ходили в музей, не знают. Но почему тогда Минкультура это не делала? Меня удивляет, почему эти чурошники не выходили, когда убивали Бурулая в милиции, когда насиловали 2-3-летних детей. И эти ужасные факты привел премьер-министр недавно. И президент сказал о том, что в стране есть гендерное неравенство, и надо его преодолевать. А какими методами преодолевать? Наверное, и такими тоже. Мира Джингарачева также отметил, что никакой вины за произошедшее не чувствует, а срыв выставки должен быть обязательно отражен в отчетах правозащитных организаций об уровне насилия над женщинами. Я вижу, что это какой-то заказ, чтобы отвлечь внимание, чтобы расколоть общество. И, может, даже хорошо, что общество раскололось. Теперь уже абсолютно четко и ясно видно, что человека могут убить за свободомыслие, за креативность, за профессионализм, за то, что он чист, не подвержен коррупции. И очень много лет проработав в системе госуправления и международных организациях, я накопила достаточно опыта для того, чтобы регулировать профессиональную деятельность, чтобы знать о ней и направлять ее. И мы не должны забывать, что мы подписали обязательства по 5 основным конвенциям ООН в области дискриминации женщин. Мы готовили национальные отчеты Кыргызстана в комиссию ООН о состоянии дел с насилием в области прав женщин. И я думаю, что обязательно этот кейс получит освещение в национальном следующем отчете, который будет написан в ПРООН нашей страной. Если не напишут государственные органы, я думаю, напишут неправительственные организации и гражданский сектор. Сегодня на нашем канале очередная серия проекта «Азия-360». На этот раз автор программы Адилет Бектурсунов побывал в Табашаре, самом секретном месте в Таджикистана, городе, который строили на костях заключенных. Ударный край советской атомной промышленности, который превратился в одну большую радиоактивную свалку. Табашар – секретный город на канале «Настоящее время». Табашар – самый секретный город в Таджикистане. Нас снова занесло в радиоактивную зону. Табашар, здесь раньше добывали уран. Город, который строили на костях заключенных. И эти все дома немцы строили. Ударный край советской атомной промышленности, который превратился в одну большую радиоактивную свалку. Табашар – секретный город на канале «Настоящее время». Я напомню, проект «Азия-360» вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 23:30 по времени Бишкека и Нур-Султана, и в 20:30 по московскому, и в 19:30 по киевскому времени. Не пропустите. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго, до встречи. Почему в Крыму боятся атаки дронов из Украины? А тут им добрый день из свободной Украины. Почему россияне умалчивают, что в Крыму высыхают озера? Вода тупо на нас не доходит. Кто из известных людей смог ответить на вопрос, чей Крым? Крым украинский. Я считаю, что Крым всех людей. Смотрите «Крым. Реалии» в эфире телеканала «Настоящее время». Где находится душа? Или в сердце? Или в
мозгу или еще в каком-то месте. Описать, что творится в душе этого больного, если душа есть, да? Вот. Практически невозможно. Кому такие надо?